Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева. И сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Для работающих родителей с 2026 года запустят ежегодную семейную выплату. Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже, чем 1,5 региональных прожиточных минимума, начнет действовать так называемая ежегодная семейная выплата. Об этом заявил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог для них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена. Мишустин подчеркнул, что это новая мера помощи, но к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были просты и понятны для людей и не возникало никаких сбоев. В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года. Законопроект, устанавливающий ограничения для продажи всех видов алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, внесла в Госдуму сенатор Марина Седухина. Документ, размещенный в электронной базе данных Нижней палаты парламента, вносит поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции. В настоящее время алкогольную продукцию вправе приобретать все граждане, достигшие возраста 18 лет. Вместе с тем, общепризнанным фактом является, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности, говорится в пояснительной записке. Попытки законодательно поднять возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь, предпринимались и ранее, в том числе по инициативе органов публичной власти, уполномоченных в сфере здравоохранения. Так, Минздравом России был подготовлен проект федерального закона, ограничивающий продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. В сопроводительной документации к указанному законопроекту Минздравом Российской Федерации было указано, что в соответствии с данными медицинских исследований о влиянии алкоголя на мозг человека, употребление алкогольных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга. Головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году. Представляется возможным согласиться с указанной позицией, а также признать, что в целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции, указывает автор законопроекта. Центральный банк России начнет блокировать карты с истекшим сроком. Центробанк намерен ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком действия. Решение о продлении действий карт принималось весной 2022 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard ушли из России. Тогда национальная система платежных карт и банки продлили и сделали карты бессрочными, чтобы избежать дефицита пластика и чипов при срочной замене карт на МИР. Сейчас доля карт с истекшим сроком годности постепенно снижается, а их использование может мешать борьбе с мошенничеством. Центральный банк заранее объявил дату ограничения, чтобы банки успели перевыпустить оставшиеся карты. Ранее представитель национальной системы платежных карт Сергей Панин сообщил, что часть операций по картам МИР с истекшим сроком может быть ограничена уже до февраля 2026 года. Так что если ваша карта формально просрочена, стоит заранее уточнить у банка, когда ее нужно заменить. В Госдуме предложили закрепить короткую пятницу на законодательном уровне. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращенный рабочий день перед выходными при 5-дневной рабочей неделе. Что характерно, в Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сохранить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета при условии соблюдения основных требований по длительности трудовой недели. Такая норма может
может быть установлена сторонами трудовых отношений, но считаем ее нужно закрепить законодательно. Сейчас продолжительность рабочего дня в пятницу сокращена на час только в третьей компании Российской Федерации, добавил Нилов, ссылаясь на данные опросов. Политик отметил, что сокращенный рабочий день перед выходными является одним из инструментов мотивации работников, повышения производительности труда и эффективности. В будущем это можно рассмотреть и как некий шаг в сторону синергетического перехода на условную четырехдневку. Об этом, впрочем, пока рано, заключил Нилов. Россиянам будет проще продать ипотечное жилье с мат-капиталом. Жилье, купленное на материнский капитал, можно будет оформить в собственность семьи до погашения ипотеки. Об этом рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Развратнева. По словам Развратневой, на прошлой неделе Совет Федерации одобрил законопроект, упрощающий проведение сделки с недвижимостью, купленной на деньги материнского капитала. После его вступления в силу доли на детей в таком жилье можно будет оформить до погашения ипотеки. Она уточнила, что сейчас возникают сложности из-за постановления правительства, запрещающего этого делать. Зампред Комитета по строительству подчеркнула, что интересы банков из-за введения закона не пострадают. После выделения доли квартира останется собственностью банка и будет находиться в залоге до полного погашения ипотечного кредита. Ранее в России предложили увеличить материнский капитал на 1 миллион рублей за рождение первого ребенка до 24 лет. С таким обращением выступила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. С 1 января в России начнет действовать ряд мер поддержки женщин, имеющих звание «мать-героиня». Правительство разработало законопроект, предоставляющий ряд мер поддержки женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей. Как отмечал президент России Владимир Путин, вырастить детей – это огромный труд. И надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание «мать-героиня». Законопроектом предусмотрены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения. В то же время многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет на портале госуслуг. Кроме того, каждая женщина со званием «мать-героиня» одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей. Матери-героини, которым сегодня поступает пенсия, смогут получить средства и за текущий год в первом полугодии 2026 года. Денежные средства будут ежегодно индексироваться. Меняется подход к формированию страхового стажа для многодетных. Сейчас в него засчитывают 1,5 года ухода за малышом одним из родителей, но не более 6 лет в целом. Теперь в страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения. Михаил Мишустин подчеркнул, что весь этот комплекс мер – еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше. Минобрнауки ведет обязательный перечень предметов во всех университетах страны. В Министерстве новые образовательные стандарты закрепят во всех программах единое социогуманитарное ядро, включающее в себя 6 дисциплин. Это обязательные дисциплины: история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Преподаваться эти дисциплины будут по единым рабочим программам, а знания и навыки оцениваются по единым оценочным материалам, уточнили в министерстве. Обучение дисциплинам, входящим в социогуманитарное ядро, будет проводиться в течение первых 2 лет пребывания студента в вузе. После этого для погружения в специализацию студент может продолжить обучение или перейти в другой вуз. Минобр считает, что введение единого перечня предметов обеспечит качество образования во всех университетах страны и при этом повысит мобильность обучающихся. В Республике Коми вырос спрос на ипотеку. С марта по май месяц в Республике Коми был зафиксирован рост обращений на государственную регистрацию ипотеки при взаимодействии с кредитными организациями
поданных в электронном виде. Об этом сообщает Управление Росреестра по Республике Коми. Стабильно сохраняется высокий процент количества заявлений о государственной регистрации ипотеки, по которым срок государственной регистрации не превышает 1 рабочего дня. Востребованность электронных услуг вызвана преимуществом сокращенного срока регистрации и эффективным партнерством с банковским сектором. Воркутинцам вернут сидячие места в поездах. Воркутинцы в соцсетях распространили информацию, что с 11 июля в составах поездов номер 375, 376 Воркута-Москва и Москва-Воркута исчезнут сидячие вагоны. Воркутинцы, которые ездили в Инту на охоту или в гости, забили тревогу. Вместо 850 рублей при отсутствии сидячих мест им придется платить от 1500 за плацкарт или еще больше за купе. Исполняющий обязанности руководителя администрации Воркуты отреагировал на эту информацию. На своей странице ВКонтакте Игорь Гурьев опубликовал пост, в котором пояснил, что переговорил с представителями РЖД, озвучил проблему для воркутинцев. Предварительно с четверга 10 июля сидячие места РЖД вернут. Также Игорь Гурьев добавил, что будет держать эту ситуацию на контроле. В Инте будут обучать профессии мастер оленеводства. Интинский филиал Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа открывает набор по профессии мастер оленеводства. Специализированную группу по подготовке квалифицированных кадров для оленеводческих хозяйств в Коми создадут по поручению руководителя республики Ростислава Гольдштейна. Республика относится к числу крупных оленеводческих регионов России. По численности поголовья занимает 6-ю позицию. Оленеводством в Коми занимаются 5 сельскохозяйственных организаций. ПСК «Оленевод», ООО «Северный», ООО «Агрокомплекс Инта Приполярная», ООО «Авись» и ООО «Петрунская». Поголовье оленей в сельскохозяйственных организациях Коми на 1 января 2025 года составило около 60 тысяч голов. Всего здесь насчитывается около 80 тысяч голов оленей. Для прохождения образовательной программы «Мастер оленеводства» предусматривает 20 бюджетных мест. Срок обучения 1 год и 10 месяцев. Поступление на базе 9 классов. Получить среднее профессиональное образование юноши и девушки будут одновременно с получением среднего общего образования. Программа «Мастер оленеводства» состоит из 3 модулей. Выполнение работ по содержанию и разведению оленей, выполнение работ по производству, переработке, хранению продукции оленеводства и выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внедорожных мототранспортных средств. Сегодня профессиональный оленевод должен уметь пользоваться современной техникой и средствами связи. Поэтому студентов колледжа будут обучать управлять бураном, обращаться с радиостанцией и работать на механизированных оленеубойных пунктах в перерабатывающих цехах. Помимо теоретической части запланировано прохождение практики на базе одного из оленеводческих предприятий города Инты. Готовить профессиональных оленеводов в Коми начали в 2001 году. Тогда группа «Оленевод» открылась на базе профлицея номер 13 города Инты. Обучение по специальностям оленевод и чумработник прошли 20 человек из сел Интинского и Ижемского районов. Профессию будущие оленеводы осваивали 3 года. В дальнейшем был произведен еще один набор по данным профессиям. Интинский филиал Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа также уже выпускал подобные группы. Подготовка профессиональных оленеводов проводилась и в Ижемском политехническом техникуме. Помимо квалификации оленевод, дополнительно присваивалась квалификация тракторист и водитель мототранспортных средств, буран и квадроцикл. Отметим, что северное оленеводство – единственная отрасль сельского хозяйства арктического региона, в которой практически заняты только коренные народы севера. Уникальность оленеводства в том, что оно до настоящего времени остается не только отраслью хозяйства, но и образом жизни семей оленеводов. Сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Какие категории граждан могут воспользоваться службой социального такси? Да, действительно, в последнее время в адрес нашего учреждения поступает достаточно много звонков, которые связаны именно с работой социального такси. Поэтому сегодня мне хотелось бы ответить на самые часто задаваемые вопросы. Хотелось бы, во-первых, обратить внимание, что некоторые граждане нашего города подменяют понятие социального такси и обычного такси и обращаются к нам со звонками, с просьбой свозить их в магазин, чтобы приобрести продукты питания или перевезти какие-то вещи.
какие-то бытовые предметы, поэтому сразу хочу обозначить. Нет, это понятие неподменяемое. Это специализированное автотранспортное средство, предназначенное для перевозки маломобильных групп граждан, в том числе для граждан, которые используют кресла-коляски инвалидные. Наше транспортное средство оснащено специальными сиденьями, поручнями, ремнями, в том числе специальным подъемником для вот таких вот инвалидных кресел. И поездки социального такси осуществляются исключительно к социально значимым объектам и обратно. То есть это учреждения здравоохранения, почтовой связи, пенсионные фонды, фонд социального страхования, банки, нотариальные конторы, администрация муниципального образования. То есть те организации, где требуется непосредственно личное присутствие самого гражданина. И он не может самостоятельно добраться в обычном такси. Да? У кого-то сломана нога и забинтованы там по самой подмышке, кто-то находится в инвалидном кресле. Сейчас достаточно много заявочек поступает нам на доставку до ЖД вокзала. Это в основном граждане, которые едут на операцию, или те, которые уже возвращаются с операции, да, уже там загипсованные, замотанные на специальных технических средствах реабилитации, и мы в том числе доставляем их до места проживания. Еще хотелось бы обратить внимание, что в штате нашего учреждения, к сожалению, нет грузчиков, которые могли бы этих граждан, которые не могут сами спуститься с 5-го этажа или еще с какого-то этажа, то есть снести и загрузить в это автотранспортное средство. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что все равно такие мероприятия, они как-то планируются заранее. Да, не здесь и сейчас случилась заявка на операцию или вызов врача в поликлинику. Нет. Поэтому, конечно, желательно гражданину самому позаботиться. Может, кто-то из соседей поможет, из знакомых, да, чтобы этого гражданина спустить, и мы уже поможем ему тут усесться в это наше автотранспортное средство. Также задают достаточно много вопросов, в какое время работает это социальное такси. Дневное, ночное, вечернее. Тоже хочу сразу всех поставить в известность. Наше социальное такси работает круглосуточно. Единственная огромная просьба к жителям нашего города, что заявки должны поступать в адрес нашего учреждения не позднее, чем за сутки до запланированного мероприятия. Это можно сделать как по телефону 314 69 319 25, так и при личном обращении родственника или знакомого к нам. Поэтому, пожалуйста, звоните, обращайтесь, потому что непосредственно нам нужно составить график выезда нашего социального такси, чтобы у нас не получилось никаких накладок. И, конечно, если происходят такие накладки, то мы отдаем приоритет наиболее маломобильному гражданину. Да? Не тот, который действительно может поехать в обычном такси, а тот, который должен использовать вот это автотранспортное средство. На бесплатное обслуживание социального такси у нас имеются, либо предоставляется либо на условиях полной оплаты, либо на условиях бесплатно. Бесплатно у нас пользуются граждане, которые состоят у нас в учреждении на социальном обслуживании. Это граждане, имеющие средний душевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. Это участники инвалиды Великой Отечественной войны, это труженики тыла, это дети войны, то есть это те граждане, которые у нас пользуются социальными услугами бесплатно. Еще один такой момент, кому может быть отказано в предоставлении услуг социального такси. Это гражданам, имеющим психические заболевания в стадии обострения, это гражданам с карантинными и инфекционными заболеваниями, с активной формой туберкулеза или граждане, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Несовершеннолетние детки у нас обязательно должны передвигаться со своими законными представителями. Возобновлены ли перелеты в отдаленные села округа? В июле месяце возобновлены авиаперевозки по маршруту Инта, Петрунь, Отзывовом, Косевом, Инта по вторникам по факту прибытия вертолета. Куда обращаться родителям для получения детской путевки в санаторий? Детская поликлиника в течение всего периода предоставляет путевки в детские санатории, которые расположены на территории Республики Коми. Это детский санаторий Кедр, который расположен на территории города Сосногорска, и детский санаторий Лозым в Сыктывдинском районе. Кедр
имеет два профиля. Это первый профиль костно-мышечная система, то есть сюда относятся дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, плоскостопие, сколиозы, нарушение осанки, какие-то остеохондропатии. И вторая категория – это заболевания верхних дыхательных путей. Сюда мы отнесем детей, часто болеющих, детей, которые перенесли недавно пневмонию, дети с аденоидами, с тонзиллитами, с гипертрофией миндалин. В детские санатории дети принимаются от 7 до 14 лет. Путевки абсолютно бесплатные, только родитель должен отвезти туда ребенка и потом забрать оттуда. Детский санаторий «Лозум», который расположен в Сыктывдинском районе, он имеет тоже два профиля лечения. Первый – это неврология. Сюда относятся дети с различными вегетососудистыми дистониями, головными болями, напряжения, после каких-то перенесенных сотрясений головного мозга. И просто у которых нарушение или осанки, или сколиоза, тоже сюда отнесем детей. И второй профиль – это педиатрия, то есть сюда все дети, которые страдают какими-то заболеваниями, в том числе желудочно-кишечный тракт, верхние дыхательные пути, легкие, пневмонии, бронхиальная астма, эндокринная патология. У нас сейчас много детей с избыточной массой тела или, наоборот, с дефицитом. И заболевания почки, мочевыводящих путей. Здесь тоже дети с 7 до 14 лет. Путевки тоже предоставляются круглогодично. В настоящий момент у нас есть путевки на санаторий «Лозунг», который в Сыктывдинском районе, и санаторий «Кедр», который в Сосногорске. Путевки есть и на сентябрь, и на октябрь. Могу конкретно сказать, «Лозунг» путевки с 11 августа, а в «Кедр» с 3 сентября и с 26 сентября. В «Лозунг» тоже эти же заезды, тоже у нас уже путевки есть. Поэтому, пожалуйста, родители, приходите в 305-й кабинет, мы вам подберем определенный профиль для вашего именно ребенка и, пожалуйста, поезжайте. Какие правила нужно соблюдать для сбора в лес? В летний период перед выходом в лес надо предупредить своих родственников, куда вы идете, приблизительное местоположение. Естественно, брать с собой заряженные телефоны, фонарики и спички, необходимые для ночлега, вдруг что случится. Естественно, не ходить по неизвестным местам, то есть продвигаться по тому пути, который вы ежегодно ходите. Избегать болотистых местностей, естественно, где-то водных переправ, потому что уровень воды постоянно варьируется, меняется, то есть это нежелательно, конечно. Также одевать яркую одежду, чтобы в случае возникновения каких-то нестандартных ситуаций вас было легко найти, обозначить. Если, получается, ваш близкий родственник, знакомый ушел в лес и, допустим, сказал, что ушел на день, на два за грибами или на охоту, на рыбалку и не вернулся в назначенное время, то лучше звонить сразу незамедлительно в службу спасения, то есть 112, в Спаскоме, в пожарную службу, потому что может быть много разных ситуаций. Травмы, нанесение увечий, повреждений в результате споткнулся, упал, заделся об сучок. То есть лучше незамедлительно сообщать, не стесняться, не бояться каких-либо последствий, потому что жизнь и здоровье близкого намного важнее. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!